Откровенный расизм в российских аэропортах в отношении выходцев из Центральной Азии. Пост с историей журналистки Аноры Саркоровой вызвал шквал эмоций в соцсетях. Эксклюзивное интервью с автором. Многие россияне даже не задумываются о том, что то, что они делают или то, что они говорят, является абсолютным проявлением ксенофобии, шовинизма и иногда даже в каких-то фашистских взглядах. В Санкт-Петербурге судят братьев Азимовых из Кыргызстана. Их обвиняют в совершении теракта в городском метро в апреле 2017 года. В их вине уверены отнюдь не все. Это уже явно видно, что это подстава. Изначально подходит сзади, что-то вкладывают, потом видео режут. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Почти 7 тысяч лайков и 1500 репостов. И это за неполные двое суток. Пост возмущения Аноры Саркоровой о ее поездке в Европу транзитом через Москву вызвал огромный резонанс. Таджикистанская журналистка написала о том, как к ней отнеслись сотрудники московского аэропорта. Так что же именно возмутило журналистку и пользователей Facebook, рассказывает Акрам Абдукахор. Известная в Таджикистане журналистка открыто рассказала о пренебрежительном отношении российских пограничников, таможенников и сотрудников уральских авиалиний. Саркорова утверждает, что унижение людей по национальному признаку стало чем-то обыденным в современном российском обществе. История о том, что в России избирательное конкретное отношение к определенным этносам и странам, плюс радикальный шовинизм, ксенофобия, расизм, хамство и грубость. Системные проблемы в России. Мои русские друзья и подписчики, не нужно обижаться. Я пишу о том, чему я была свидетелем. Я прекрасно владею русским языком и веду себя строго в рамках общепринятых законов. Но как только ты протягиваешь таджикский паспорт, лица меняются. Как только видят цвет волос, отношение меняется. Воспринимайте мои слова как хотите, но проблема есть. И она очень серьезная. Сейчас под постом Саркоровой продолжается жаркая дискуссия между согласными и несогласными с мнением автора. Почти 3500 комментариев. Люди пишут о похожих историях, в которых сами оказались. Есть и те, кто обвиняет автора поста в предвзятости. Правда, до единого слова очень корректно и мягко написано. Великодержавный шовинизм. В лучшем случае пренебрежительная полуулыбка, как при разговоре с умственно отсталым. Вы совершенно правы, конечно. Но следует учитывать, что расизм, национализм и ксенофобия в России процветает более всего среди быдла, то есть в правоохранительных органах и среди представителей власти. На всех ее уровнях и в любой власти, не только государственной. Вот вам и пришлось с этим столкнуться. Среди обычных людей это тоже встречается, но в гораздо меньшей концентрации, как, впрочем, и во многих других странах. Как я все это ненавижу. Больно, стыдно, обидно наблюдать такое, к сожалению, практически повсеместно. Да, вас не любят и не ждут. Летайте через другие страны, где к вам хорошо относятся. Ничего нового. Есть места на земле, где также относятся к моему русскому лицу и бумагам. И ничего страшного. Надоело уже на это внимание обращать. Не до этого. Просто принять, что кто-то кого-то не любит и наоборот любит. Мне стыдно за моих соотечественников. Поверьте, не все россияне русские такие. Мы обратились к гражданам Таджикистана, которые только что воспользовались услугами российских авиакомпаний. Вот что они думают о пренебрежительном к себе отношении. Небрежность, когда вот, например, стюардессы, они вообще внимания не обращают практически в самолетах, если так подумать. Да. Это зависит от человека. Как сам ведешь себя, так и получаешь. Я не сталкивался с проблемами, хотя нацисты везде есть. С этим я везде сталкивался. Таджиков там нигде не уважают. Даже не покормили во время задержки, а я ведь билет купил за деньги. Я уже 18 лет летаю в России, не впервой. Ну, Россия — это Россия. Дискуссия вокруг поста Аноры Саркоровой о бытовой ксенофобии сегодня перекочевала и в российскую благосферу. Чтобы подробнее поговорить о ее истории в аэропорту Жуковский, мы пригласили ее в нашу пражскую студию и задали ей несколько вопросов. Мы спросили Анору, ожидала ли она, что ее рассказ о дискриминации таджикистанцев в российских аэропортах вызовет такой широкий резонанс и с чем связано такое внимание к этой проблеме. Вы знаете, когда я писала этот пост, я не ожидала, что будет такой общественный резонанс, потому что, в принципе, эта история знакомая. В принципе, об этой истории очень много писали, и в том числе и СМИ, которые писали о разных историях на тему ксенофобии, национализма. Я не ожидала такой реакции, но, в принципе, я, конечно, была готова к реакции людей. Я понимала, что будет очень много негативной реакции, но вчера я просто прочла сотни и сотни историй, похожих на мою,
И вчера я получила массу откликов и от самих русских, которые, ну, как мне кажется, очень адекватно восприняли эту историю и понимают, что проблема есть, и она достаточно серьезная в России. И это не просто единичный случай. Моя история — это не просто случайность или не просто я попала на плохих людей. Это такой распространенная проблема для России. Известный таджикский политолог и ученый, когда ехал в Англию по приглашению университета, и ему, так же, как и меня, на пограничном пункте спросили, что он будет делать в Англии, будет читать лекции, как правильно подметать улицы. То есть это не единичный случай, моя история. Это очень распространено в России, к сожалению. В своем посте Саркорова пишет, что когда российские пограничники узнали, что она летит в Европу, это вызвало у них подозрение. Многим было интересно, почему поездка гражданки Таджикистана на Запад вызывает подозрения. Я вам должна сказать, что большинство моих друзей и знакомых, которые работают в международных организациях, если они вылетают за границу, то они предпочитают не летать и не пользоваться российскими авиакомпаниями и не летают через российские города, потому что практически через раз все они сталкиваются с подобными проблемами. Когда я подошла просто к стойке авиакасс уральских авиалиний и попросила каких-то гарантий довести свой груз целым до Праги, мне сказали, что почему мы должны давать какие-то гарантии каким-то таджикам. Про картины сказали, что это картины каких-то таджиков, какого-то таджикского художника, ну, в общем, фуфло. А на пограничном контроле меня задержали на 40 минут. Он сначала поговорил со своей соседкой, которая работала в соседнем окошке. Те вызвали свою начальницу, прибежала начальница, она даже не стала слушать, кто я, что я. Она сразу сказала, что отсканируй все ее шенгенские визы и передай по всем линиям, в том числе и в Прагу, чтобы ее проверили. Таджики летают в Европу. Это как-то очень удивительно. Вообще все черные вызывают доверие. А пограничник мне так и сказал: да, мы будем вас проверять. Вы вызываете подозрения, потому что вы черные. Почему таджики ездят в Европу? Подметать – да, улицы российских городов, а ездить в Европу – нет. Мы спросили нашу коллегу также о том, почему официальный Душанбе не реагирует на дискриминацию таджикистанцев в России, с чем связана пассивность таджикской стороны. Вчера этот вопрос очень много раз задавался, как русскими, так и таджиками. Это абсолютно правда, потому что все мы знаем об очень громких историях, которые происходили, и они, возможно, у вас тоже на слуху, и о них писали в СМИ. И ни разу таджикские власти не делали никаких заявлений. Либо делали какие-то формальные заявления не по факту каких-то инцидентов, а постфактум, когда то или иное событие вызывало широкий резонанс, и они были вынуждены как-то отвечать. Возможно, потому что Россия является стратегическим партнером Таджикистана, или Таджикистан очень зависит. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Наверное, его правильно было бы задать таджикским властям, но этот вопрос интересует практически всех граждан Таджикистана. Почему таджикские власти занимают такую безучастную позицию, например, по отношению к судьбе своих граждан за границей? Многие пользователи под постом Саркоровой удивлялись, почему таджикистанские пассажиры терпят хамство бортпроводников российских авиаперевозчиков и не борются с пренебрежительным отношением к себе. Я больше не буду летать, не буду пользоваться услугами российских авиалиний, не буду летать через Москву, как и многие мои знакомые и друзья. Избирательные отношения, вы знаете, я была удивлена, когда мы стали заходить в салон самолета. До меня заходили лица славянской внешности, потому что я не знаю, русские они или не русские, но, скажем, лица славянской внешности. С ними здоровались, их приветствовали, приглашали на борт. Как только заходили люди, а нас было очень немного на этом рейсе, кто заходил с темными волосами, но было понятно, что мы либо азиаты, либо представители каких-то других советских национальных республик, с нами не здоровались. И меня это, конечно, очень удивило. Но я не знаю, почему такое избирательное отношение. Анура Саркорова рассказала, почему таджикистанцы, которых в России проживает около 1,5 миллиона, не говорят открыто и не жалуются на проявление нетерпимости. Люди едут от безысходности, чтобы заработать какие-то деньги и отправить их своим семьям в Таджикистане, чтобы те просто могли спасать себя от физического вымирания, понимаете? И они приезжают
В России они терпят эти лишения, потому что они понимают, что в отличие, например, от европейских государств, в российских судах невозможно будет доказать, что по отношению к тебе было совершено какое-то правонарушение, и что твои права были нарушены. Как правило, если ты попадаешь в суд, без какого-либо разбирательства этих людей депортируют. И депортируют и запрещают им въезд в страну на много-много лет. И поэтому люди, одна из причин, почему не жалуются, потому что понимают, что жаловаться, в принципе, в российские органы бесполезно. Так же, как и жаловаться, например, в таджикские структуры, потому что никто эти просьбы, как правило, не рассматривает. Понимать, что проблема есть, это стало настолько нормой, это стало настолько привычным делом, многие россияне даже не задумываются о том, что то, что они делают или то, что они говорят, является абсолютным проявлением ксенофобии, шовинизма и иногда даже каких-то фашистских взглядов. К другим темам. В Ленинградском окружном военном суде Санкт-Петербурга проходит очередное заседание по делу о теракте в метро в 2017 году. Один из фигурантов дела, выходец из Кыргызстана Аброр Азимов, дает показания. Следствие считает его организатором теракта. На скамье подсудимых также брат Аброра Акрам Азимов и еще 9 человек. Я напомню, теракт в вагоне поезда петербургского метро на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника, 22-летнего уроженца кыргызского города Ош Акбарджона Джалилова. Личность Джалилова установили 4 апреля, после чего начались задержания. Акрам Азимов и его брат Аброр стали главными фигурантами дела. С нами на прямой связи из Петербурга корреспондент нашего канала Антон Гуськов. Он следит за ходом заседания. Антон, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что сегодня было на суде? Да, добрый вечер. Ну, на сегодняшнем заседании суда Аброр Азимов отказался от признательных показаний, которые он ранее дал в ходе предварительного следствия. Он заявил, цитата, «Я был вынужден топить себя, потому что мне угрожали». Конец цитаты. Мы не можем сейчас показать эту речь, потому что судья разрешил только протокольную съемку в самом начале заседания. Сегодня на открытом, прошу прощения, заседании суда, но там нельзя было снимать. Так вот, там Аброр Азимов заявил, что следователи угрожали подкинуть его отцу, который на тот момент работал в Мосгортрансе водителем автобуса, подкинуть такой же огнетушитель, который нашли после взрыва в петербургском метро, такой же огнетушитель со взрывчаткой, если Аброр не признается в том, что он является организатором теракта в петербургском метро. Я напомню, что после этого отца Аброра Азимова депортировали из России и лишили российского гражданства. Также Аброр Азимов сегодня подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что его пытали, как он говорит, это была секретная тюрьма ФСБ, где его пытали на протяжении примерно 2 недель и выбивали признательные показания. Также сегодня выяснилось, что следователи проводили ночные допросы. Это запрещено законом, и эти ночные допросы проводились без согласия самого подозреваемого. Работаем. О задержании Аброра Азимова ФСБ отчиталось спустя 2 недели после теракта в петербургском метро. Но эти кадры оперативной съемки родственники Азимова считают смонтированной постановкой. Судите сами. Сначала задержанного валят на землю, дальше идут без клейки, значит, съемка могла прерываться. И только после возможной паузы из-под одежды Азимова оперативники достают оружие. Это уже явно видно, что это подстава. Изначально подходит сзади, что-то вкладывают, потом видео режут, потом обратно это. Если смотреть внимательно, это заметно. Но он не мог такое делать. Работаем. Старший брат Аброра Азимова Акрам Азимов, по официальной информации, был задержан на остановке общественного транспорта в Новой Москве. Судя по кадрам оперативной съемки, эта силовая операция не была для него неожиданностью. За секунду до задержания он сидит, склонив голову и засунув руки в карман. А когда к нему подбегают сотрудники ФСБ, почему-то никак на них не реагируют. Дальше камера показывает гранату, которая лежит в поясной сумке задержанного. Адвокат Ольга Динзе, защищавшая Азимова на первых стадиях судебного процесса, это видео считает постановкой. Он был задержан
в больнице Хатият в Кыргызской республике. Он был вывезен из реанимации оперативными сотрудниками ФСБ. Ему сказали, что сейчас мы поедем кино снимать. Ему дали одежду чистую. После того, как его доставили на место, ему сняли мешок, объяснили ему, что ему делать. Сказали, ты сейчас выйдешь, сядешь на остановку. Руки держать необходимо было в кармане, поскольку уже ему в сумку гранату положили. Во время посещения с проверкой следственного изолятора «Кресты-2» членам общественной наблюдательной комиссии удалось поговорить с Аброром Азимовым. Правозащитникам он пожаловался на то, что еще до официального задержания его 2 недели пытали электрическим током в неизвестном подвале. Они задают вопрос, не дожидаясь ответа, начинают током бить. И я должен прокричать ответ на этот вопрос. По словам Аброра Азимова, во время пыток ему показывали фотографии неизвестных людей и требовали признаться в том, что он с ними знаком. Беседу подозреваемого с правозащитниками прервали сотрудники «Крестов». По мнению правозащитников, это было сделано для того, чтобы скрыть информацию о пытках. Сотрудники изолятора ссылались на то, что мы вмешиваемся в оперативно-розыскную деятельность и в уголовно-процессуальную. Хотя мы разговаривали исключительно по условиям содержания в секретной тюрьме. Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Тогда погибли 16 и пострадали более 100 человек. Исполнителем теракта Следственный комитет назвал 22-летнего Акбаржона Джалилова. По данным СК, он был членом одной из террористических организаций и прошел подготовку в Сирии. Антон Гуськов, Александр Глебов. Настоящее время. Мы продолжаем нашу программу. В Казахстане появится новая политическая сила. Она будет называться Демократическая партия Казахстана. О ее создании объявил известный в стране журналист Жанболат Мамай. Учредительный съезд состоится в ближайшее время. По мнению Мамая, создание этой партии назрело давно, поскольку в стране наблюдается вакуум независимых, действительно оппозиционных, действительно демократических организаций, которые реально хотят изменить ситуацию в стране. Главные цели, которые ставит перед собой Демократическая партия Казахстана – проведение в стране политических реформ, изменение закона о политических партиях, закона о митингах, освобождение политзаключенных и другое. Я напомню, Жанболат Мамай, общественный деятель, журналист, был главным редактором газеты «Трибуна». В феврале 2017 года его арестовали и обвинили в отмывании денег, которые были похищены опальным политиком Мухтаром Аблязовым. Мамая признали виновным, суд отпустил его из-под стражи, но назначил 3 года ограничения свободы и запретил столько же времени заниматься журналистской деятельностью. Все обвинения в свой адрес журналист отрицает. Жанболат Мамай с нами на прямой связи по скайпу. Поговорим о Демократической партии Казахстана. Жанболат, здравствуйте. Ваша партия, насколько я понимаю, еще не зарегистрирована в Минюсте. Вам нужно собрать 40 тысяч подписей. Если даже удастся собрать это количество подписей, у вас могут возникнуть проблемы при регистрации? В Казахстане оппозиционные демократические партии, демократические движения, которые хотят реальных перемен в стране, они не регистрируются. Власть не регистрирует такие организации. И я считаю, что у Демократической партии Казахстана, которую мы сегодня создаем, и над созданием которой мы сейчас очень активно работаем, будут очень большие трудности, мы это понимаем, вплоть до того, что, скорее всего, власть будет отказывать, даже если мы соберем 100 тысяч подписей. Даже если мы соберем более 100 тысяч подписей, власть все равно найдет причины, все равно найдет повод, чтобы отказать в регистрации. Это проходили очень многие партии в Казахстане, и незарегистрированная партия «Алга», и другие организации все это проходили. Но я считаю, что сейчас время изменилось, люди очень активны, общество требует перемен. И я считаю, что если будет массовая поддержка, если будет огромная поддержка со стороны общества, то мы можем вынудить власть и зарегистрировать партию, и сделать ее действительно легитимным институтом для участия в политических процессах страны. Жанболат, вот допустим, вы стали полноценной партией со своим уставом, целями и задачами. Сможете ли вы стать реальной политической силой в стране, которая будет бороться за места в парламенте? Это очень серьезный вопрос. В первую очередь, я считаю, что партия — это не регистрация в Министерстве юстиции. Партия — это не бумажка, партия — это не здание и не офисы. Партия — это идейно вдохновленные люди, которые хотят реальных перемен в Казахстане, которые хотят демократических перемен, которые хотят политических реформ в стране и которые хотят демонтажа
авторитарного строя в Казахстане. Поэтому я считаю, что у нас есть вполне реальные возможности создать действительно мощную политическую структуру в Казахстане и в будущем бороться за власть. Я считаю, что если мы будем допущены к парламентским выборам, если мы будем допущены к президентским выборам, мы пух и прах разнесем действующую политическую партию власти Нур Отан. У них нет ни единого шанса. Сегодняшняя власть — это политический банкрот. Им никто не верит, им никто не доверяет, и у них нет никаких шансов против нас. Жанболат, а вы допускаете возможность слияния с другими политическими силами? К примеру, сейчас вот в стране, в Казахстане набирает популярность движение «Оян Казахстан», «Проснись, Казахстан». Оно также выступает за политические реформы в стране. Что вы по этому поводу можете сказать? Я встречался с различными представителями общественных движений, в том числе с лидерами «Оян Казахстан». У них, то есть, нет в планах создания в настоящий момент политической партии и, как я понял, участия в реальной политической жизни. То есть у них немного другие задачи и цели. То есть они хотят работать именно в рамках своего движения. Поэтому, но дело не в «Оян Казахстан», дело не в других организациях. Я считаю, что если будут какие-то очень важные решения, важные моменты, конечно, мы будем объединяться со всеми политическими силами, со всеми общественными движениями в Казахстане. Те же земельные митинги 2016 года. Эти земельные митинги, протесты объединили огромное количество людей, разную палитру политических сил. Поэтому, если такие судьбоносные решения и события будут происходить в Казахстане, мы ничего не исключаем, будем объединяться со всеми. И я считаю, что нам нечего делить. У нас одна цель, у нас то есть ограниченные возможности, силы, возможности сейчас, да, у нас нет административных ресурсов, поэтому я считаю, что мы должны объединяться и широким фронтом бороться против авторитаризма, против нынешнего компрадорского политического режима. Жанболат, большое вам спасибо. Я напомню, у нас в прямом эфире был известный казахстанский журналист Жанболат Мамай. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи и удачи вашей политической партии. Конгресс США обеспокоен ситуацией, в которой оказалась таджикская служба «Радио Свобода Озоди» в Таджикистане и призывает президента Эмомали Рахмона разрешить проблему. В письме на имя Эмомали Рахмона, которое подписано демократом Адамом Шифом и республиканцем Стивом Чабботом, говорится о преследовании, угрозах и отказе в аккредитации журналистов Таджикского бюро «Радио Свобода». Американские политики, в частности, отмечают, что Конгресс США выступает за развитие свободной и независимой прессы. И продолжающаяся ситуация может подорвать отношения Соединенных Штатов Америки и Таджикистана, а также может ударить по имиджу центральноазиатской страны. В письме отмечается, что на сегодняшний день 9 журналистов и сотрудников радио Озоди отстранены от деятельности из-за отсутствия аккредитации, которая выдается МИДом Таджикистана. Авторы обращения призывают президента Рахмона оказать содействие и в продолжении деятельности радио Озоди и получении аккредитации сотрудников этого СМИ. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Цирк грядущий нам готовит. В Балтии повсеместно запретили выступления диких животных на арене цирка. Цирковое шоу как явление, его прошлое, настоящее и будущее. Наша инфографика. Ехали медведи на велосипеде. Как совместить вековые традиции цирка и любовь к животным? Глаз народа из 3 столиц. Мне сложно представить цирк без животных. Даже не знаю, как это можно сделать. Бывшие рекетиры, сняв штаны с лампасами, выбросив биты, нашли новую тему. Оказалось, что завладеть бизнесом можно и без стрельбы. У всякого бандита на стоит бумажка. Поведение криминала. Признание. Царица доказательств.